Трагическая страница, отрывок из жизни целого народа, знакомый каждому ингушу. История черной среды. Алина Мургустова ждала эту постановку целый месяц, чтобы воочию увидеть все, что некогда пережили ее родные. Именно вот об этом событии, когда рассказывают, оно мне кажется таким странным, таким страшным, таким... кажется, как будто мы просто принимаем это должным. А когда ты это сам видишь, когда ты осознаешь, что происходило тогда, ты понимаешь, какая боль, какие страдания это причинило людям, нашему народу. Выжить, чтобы вернуться, а под этим названием несколько сюжетных линий, сложившихся в один спектакль. Вот зрителю показана картина прощания со своей родиной, а вот долгая дорога в неизвестность в вагоне теплушки. И, наконец, тяжелая жизнь в статусе спецпереселенцев на чужбине. Ваши люди нам много помогают. Снег убирать помогать, коровник чинить помогать. Скоро снег уйдет, работы много будет. Здесь все как в жизни. Есть место и хорошим, и плохим героям. А в тяжелые времена эта разница становится еще более заметной. Воплощение подлости – герой Вахи Хадзиева, коммунист-доносчик, для которого служение партии превыше всего человеческого. Как признается сам актер, играть отрицательных персонажей труднее, но интереснее. Мне было интересно показать образ этого героя. Как бы не героя, а этого персонажа. Героем он далеко не является. Выявить все очень мерзкие и негативную сторону этого персонажа. Чтобы, посмотрев на эту личность, так называемую, многие или подрастающее поколение, многие сделали бы для себя какой-то вывод и анализ. Постановка Мурада Галаева по пьесе Магомед Башира Костоева стала уже традиционной в преддверии февральских событий. Каждый год спектакль собирает полный зал. Его основная идея – показать, как ингуши сплотились, отказались от мести, от вражды и междоусобицы ради того, чтобы вернуться домой, на родину. Даже самые юные зрители смогли уловить этот посыл от актеров. Мне спектакль очень понравился, он был очень трогательным. И каждый человек должен знать свои корни, он должен знать свою историю. Нам показали его не просто так, чтобы мы все знали, помнили и никогда не забывали это. Актеры очень хорошо играли, будто это не спектакль, а они прям вжились в свою роль. Каждый актер воплощал свою роль в реальность. История целого народа, воплощенная на сцене, не может не тронуть сердца. Слезы на глазах зрителей – лучшее тому подтверждение. Пусть они не являются свидетелями депортации, но прекрасно знают о ней по рассказам старших. Нет ни одного ингуша, где нет в этой истории, или там кто не прошел через это. Но я-то, конечно, это не помню. Я родилась даже после того, как вернулись, но их как во всей семье, как во всех остальных семьях у нас тоже. Мой отец, например, дедушка, бабушки, они тоже прошли через это, рассказывали. И когда ты это вот такое видишь, вспоминаешь их, как же им было, как тяжело, все тяготы судьбы, вот. Но трудно. С тех пор минуло долгих 76 лет. Многих из свидетелей той черной среды давно уже нет в живых. Но есть память целого народа, который помнит и чтит свое прошлое, чтобы жить в мирном будущем, не забывая горьких уроков. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.